Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Как объяснили в Думском комитете по бюджету и налогам, сборы НДФЛ в России растут и без этого. Введение плоской шкалы со ставкой 13% поспособствовало легализации оплаты труда многими работодателями. Также депутаты напомнили, что президент и правительство неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить стабильность налоговой системы. В заключении комитета содержится и опасение, что прогрессивная шкала ставок налога может привести к уклонению от его уплаты и, как следствие, снижению собираемости налогов. Росстандарт утвердил первые национальные стандарты для так называемой зеленой продукции, продуктов с улучшенными экологическими характеристиками. Утвержденные стандарты описывают общие требования к таким продуктам, термины и определения, а также требования к содержанию в этих продуктах минеральных удобрений. Продукты с улучшенными экологическими характеристиками отличаются от органических тем, что в их производстве допускается определенное количество высококачественных удобрений. Предполагается, что они будут дешевле органических. По оценке Минсельхоза, доля продукции с улучшенными экологическими характеристиками в общем аграрном экспорте к 2024 году может составить 10-15%, при том, что весь экспорт сельхозтоваров должен вырасти до 45 миллиардов долларов. В Госдуму внесена инициатива, согласно которой предлагается прописать в законе запрет на оформление земельного участка по контуру многоквартирного дома, то есть без учета дополнительной жизненно важной территории. Дом без земли стоит дешевле, соответственно, собственники квартир получат меньше компенсации, если у них заберут дом, как бы висящий в воздухе. Но ведь любой дом должен крепко стоять на земле, без нее он и не дом вовсе. Тем не менее, закон сегодня разрешает принимать решение об изъятии дома без оформленного земельного участка. Поэтому в случае принятия закона власти будут обязаны оформить землю под домом и лишь после этого принимать решение об изъятии дома для государственных нужд. Соответственно, компенсации жильцам вырастут. В рамках бизнес-миссии Якутии в Канаде венчурная компания «Якутия» подписала соглашение о сотрудничестве с Йоркским институтом развития предпринимательства. Соглашение подразумевает менторскую поддержку стартапам, зарегистрированным в Якутии. Обмен информацией о проектах, предоставляющих взаимный интерес, сообщил заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Йоркский институт развития предпринимательства – это организация, предоставляющая высококачественное бизнес-образование и наставничество инновационным предпринимателям и некоммерческим организациям. Стороны также обсудили возможность обмена опытом с инновационным сообществом Канады и стажировки организаторов республиканского акселератора Би-8. Компании ювелирно-гранильного кластера «Вторкангалассы» к 2021 году смогут нарастить объем производства ювелирных изделий как минимум до 3 миллиардов рублей. В якутской индустриальный парк «Кангалассы» за 2 месяца работы обработано алмазного сырья объемом 511 карат и произведено бриллиантов в объеме 279 карат. Стоимость ювелирных изделий составляет около 1 миллиона долларов. В проект уже инвестировано 177 миллионов рублей, а всего планируется вложить 537 миллионов. В микрорайоне «Кангалассы» в Якутске компания построила двухэтажное здание с цехами площадью 1450 квадратных метров. Здесь предоставляются рабочие места и оборудование малому и среднему бизнесу, а также ювелирам, индивидуальным предпринимателям. Строительство началось в мае 2018 года, а осенью текущего года в здание кластера въехали первые работники. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.